эфире программа «Актуальное интервью». Я ее ведущий Андрей Погорелов. Мы обсуждаем самые важные темы. Сегодня гость нашей студии, первый заместитель генерального директора авиакомпании «Якутия» Илья Пономарев. А тема нашей сегодняшней беседы – это ценовая политика, летние маршруты и транспортная доступность авиакомпании «Якутия». Илья Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Ну, вот в разгаре пора отпусков. Лето, к сожалению, для Якутии оно очень короткое, и многие якутяне планируют отдохнуть в теплых краях и на берегу моря. Вот накануне в социальных сетях распространилось сообщение о застрявших в Омске пассажирах вашей авиакомпании «Якутия» о том, что люди не могут вылететь вместо отдыха. Вообще в чем причина и действительно ли существует такая проблема? Ну, проблема, да, существует, потому что при полете в воскресенье по маршруту Омск-Анапа самолет при посадке в Омске 737-800 Боинг, да, отказала механизация крыла. Ну, оперативно решив эту проблему, была отправлена бригада технического персонала, которая проанализировала этот дефект, выявила неисправность блока, который уже сейчас заказан, да, и мы его ожидаем поставку в ближайшее будущее, то есть в течение суток. Кроме того, у нас заключен ряд соглашений по взаимному резервированию сетей с компанией iFly в том числе, которая сегодня уже будет выполнять рейс по маршруту Омск-Анапа, Анапа-Омск, и после восстановления самолета уже в Омске мы закончим этот рейс. К сожалению, да, такие случаи случаются, потому что самолет – это довольно сложный механизм, и предугадать отказы порой невозможно. Но у нас существует ряд мероприятий, это как резервирование воздушных судов. Я говорил о том, что есть заключены контракты на взаимное резервирование с компанией. Поэтому мы в рамках федеральных авиационных правил выполняем все необходимые требования. Ну, понятно, что летний период – это самый, наверное, загруженный период для авиакомпаний. Перебои с судами возникают, к сожалению, ежегодно, и в том числе причиной тому и жара летняя, да, и всегда ли удается справиться без судебных последствий? Ну, да, мы стараемся всегда придерживаться этих рамок законов, то есть федеральных правил, где оговорены все мероприятия, которые мы должны выполнить в отношении задержанных пассажиров. Конечно, мы стараемся максимально избегать. У нас таких ситуаций, у нас более 100 маршрутов, регулярность полетов составляет более 90%, и, к сожалению, на слуху возникают те случаи, когда мы не справляемся вовремя. По остальным же, я говорю еще раз, что более 90% мы летаем регулярно. И те законодательные нормы, которые нам предписаны, мы выполняем в полном объеме. Вопросы возникают, но мы компенсируем практически все в досудебных порядках в рамках существующей системы качества и претензионного отдела, где все заявления принимаются, рассматриваются, удовлетворяются в досудебном порядке. Илья Васильевич, прокомментируй эту ситуацию, когда рейс задержан, действия пассажиров, что им нужно сделать, куда обращаться? Ну, в первую очередь у нас практически во всех аэропортах, в том числе и в Омске, существуют представители авиакомпании, которые оперативно решают проблемы пассажиров, которые задержаны. Также у нас существует сайт, который работает. И, кроме того, колл-центр тоже 24 часа, 365 дней. Они готовы выслушать и ответить на проблемные вопросы. Ну, сейчас можете озвучить цифры статистики за последние годы, причины задержанных рейсов, количество их увеличилось или сократилось? Ну, скажем так, что причины, например, связанные, мы же тоже отвечаем за причины задержек, связанные с метеоусловиями. К сожалению, переходя уже к анализу существующих внутри республиканских проблем, хочу обратить внимание все-таки по тем задержкам, которые связаны с метеоусловиями, это с качеством взлетных полос. Недавно вы знаете, что крупная проблема была с доставкой в Зырянку. Более месяца полоса была размокшая,
Недавно на слуху это было Черский, когда мы вывозили совместно с полярными авиалиниями, там более 300 пассажиров. Тоже все за свой счет и все расходы компенсировали для пассажиров. Вот. И буквально сейчас проблема возникает, это связано с эксплуатацией, например, нового типа самолета «Суперджет», который мы стараемся исправить и ввести в надежность этого самолета в рамках требуемой регулярности. Кроме того, за нами усилился контроль со стороны федеральных властей, авиационных властей, которые ввели ряд новых требований, федеральные авиационные правила, которые мы должны соблюдать, и это отслеживается более жестко. Как с финансовой стороны, так и с регулярностью. Это первостепенная задача, поставлена для компании. Илья Васильевич, дальше хотелось бы поговорить, наверное, о летнем расписании, насколько оно изменилось в этом году по сравнению с прошлым годом, по сравнению с зимним периодом, появились ли какие-то новые маршруты? Да, мы стараемся расширять маршрутную сеть, планировали полеты, приобретаем еще 2 самолета Boeing 737. И сейчас у нас существуют маршруты, действующие уже Прага, известные это Анталия, это Турция, также полеты в Грецию, Сеул, полюбившийся, Япония, и 16 числа открывается с Петропавловска рейс на Анкоридж. То есть практически и внутрисоюзные рейсы, тот же Омск, тоже новый рейс открылся. Стараемся в соответствии с этими постановлениями о субсидировании увеличивать нашу маршрутную сеть, тем самым более удовлетворять потребности населения не только республики, но и Дальнего Востока. Перед тем, как мы перейдем к вопросам как раз-таки о субсидировании, хотелось бы спросить, а из этих направлений какие-то самые, может быть, востребованные, самые интересные для пассажиров? Какие? Основная, конечно, интересующийся маршрут, интересный маршрут для нас, пассажиров, это остается в летний период, особенно это Якутск, Москва и в дальнейшем Сочи. Сейчас это продолжение Симферополь, потом это Анапа. Они с каждым годом увеличиваются пассажиропоток, и мы чувствуем, что это перспективные маршруты и в будущем. Очень примечательные факты встречаются в социальных сетях, что авиакомпания Якутии периодически перевозит пассажиров, болельщиков чемпионата мира по футболу. Как раз таки они летят, и наши земляки берут у них определенное интервью. И, в общем, интересно, да, все это выглядит. К чемпионату мира что-то было запланировано? Мы не попали в пул компаний, которые были оговорены как официальные перевозчики болельщиков. Это Аэрофлот, основные компании, которые выполняют эти рейсы. Но у нас встречаются тоже болельщики на наших рейсах. Мы тоже болеем за нашу страну, за наш футбол, как вся страна, и радуемся этим победам. Считаем их тоже своими. Поэтому, да. Как раз-таки к вопросу возвращаемся к субсидированию. Сколько якутян в этом году уже воспользовались субсидированными авиабилетами и насколько количество их возросло по сравнению с прошлыми годами? Практически сейчас выполнялось, если делать анализ, мы выполняем 14 маршрутов, это межрегиональные перевозки. В 2017 году мы около 60 тысяч перевезли пассажиров. Если говорить отношение к 16-му, это где-то в районе 55, то есть рост на 5 тысяч. В этом году по постановлению по межрегиональным перевозкам это более 22 тысяч уже перевезли пассажиров. По постановлению 12-15 мы перевезли около 14,5 тысяч. И по внутреннему республиканскому постановлению в районе 770. Насколько это больше? Это практически процентов на 10. Процентов на 10. Да. А какова в этом году вообще ценовая политика авиакомпаний? И насколько удается вообще конкурировать с другими авиакомпаниями? Я хотел бы отметить, все-таки авиакомпания остается социальной компанией, так как она принадлежит практически всему республиканскому правительству, значит, нашим пассажирам.
Поэтому она является сдерживающим фактором для безумного роста цен, который наблюдается на Дальнем Востоке. Поэтому мы, во-первых, предлагаем вот эти субсидированные маршруты, и потом у нас, естественно, вот это вот выкуп билетов, которые запланировали пассажиры, они осуществляются по более льготным ценам. Вот. Естественно, пугает многих это цены, которые приобретаются за день до вылета. Это, естественно, вступают уже рыночные законы. Но еще хочу повторить, что мы социально направленная компания и отзываемся на все просьбы, да, на все пожелания наших пассажиров, наших жителей. Поэтому авиакомпания учитывает все возможные варианты, вот, связанные с субсидией, с экономией средств. И стараемся в рамках растущих цен на топливо, растущих, постоянно ежегодно растущих аэропортовых сборах сохранять социальную цену, чтобы не превышало возможности, обеспечить все-таки мобильность, вот именно востребованность наших пассажиров, особенно в летний период, не вздымая цены до небес. Илья Васильевич, как обстоят дела на внутреннем рынке, вот в пределах Якутии, вот, связанные с направлениями в нашем регионе? Конечно, мы сейчас не можем закрыться заборами, да, потому что вы знаете, что в Якутск летают и Аэрофлот, и авиакомпания «Сибирь», и уральские авиалинии. Естественно, что они на порядок, на рейтинг стоят выше нашей компании. У них, конечно, больше потенциал заложен, но приходится вот именно с помощью квалификации, с помощью вот экономических каких-то мероприятий держаться на плаву. Это тяжело. Но кроме этого, что мы стараемся развиваться и использовать те маршруты, на которых эти компании еще не летают в полном объеме. Да, тяжело. И вот предстоящая реконструкция полосы, я вам скажу честно, что одна надежда только на нашу компанию. Илья Васильевич, большое спасибо за участие в нашей передаче, что пришли, ответили на наши вопросы. Мы надеемся, что все проблемы, которые сейчас возникли с пассажирами, они будут решены, и отдых пройдет для них позитивно и только в радость. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был первый заместитель генерального директора авиакомпании «Якутия» Илья Пономарев. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех последних событий.